Представителю Георгия Кенеша. У вас есть вопросы к заявителю? Нету? Нет. Угу. Уважаемый судья, есть вопрос? Георгий Ибрагимович, пожалуйста. Марат Бакаевич, услуга адвоката в отношении подзащитника каким правовым отношениям относится? Вот когда вот обжалуемая норма, то есть статья 15, там речь идет о трудовых отношениях. Но мы составляем гражданско-правового характера договор с любым своим клиентом. А вы согласны? Вы, то есть, рассматриваете, что услуга адвоката не относится к трудовым отношениям? Вы уверены в этом, да? К трудовым отношениям по отношению к чему? Вот по отношению к оспариваемой статье 15. Там как раз речь идет о трудовых правовых отношениях. А услуга адвоката относится к трудовым отношениям? Ну, смотря как ее рассматривать. Вообще, работа адвокатов, конечно, это в любом случае считается трудом, но по отношению к клиентам это мы составляем гражданско-правового характера договора. Хорошо, тогда уточняющий вопрос. Вы сказали, что это гражданско-правовые отношения, но тогда, как по-вашему, правильно ли применить эту статью в данном случае в отношении адвоката? Вопрос, нет, наверное, да, вы это, не поняли, да? Я не могу понять, я выступаю в защиту же... Послушайте. Оспариваемая вами статья, Георгий Ибрагимовичем говорится о том, что оспариваемая статья регулирует возможность допуска лиц, состоящих в трудовых правоотношениях. Да. Его вопрос касается относительно того, применима ли оспариваемая вами статья по отношению к адвокатам. Так вы ставите вопрос, да? В принципе, я так и задал. Я думаю, применимо, потому что просто в законе о защите государственных секретов в одной из ее статей перечисляются те лица, которые не проходят, не имеют допуск. Если мы сравним с законодательством других стран, в частности России, то эта проблема была решена еще в 1996 году. Там точно так же был перечень определенных лиц, которые проходили в упрощенном порядке допуск к государственным секретам при возникновении необходимости. У них просто бралось письменно обязательство о неразглашении, и в определенных карточках там органы ГКНБ в установленном порядке прописывали, что проверочные материалы не производились. То есть это все произошло после того, как Конституционный суд Российской Федерации признал норму допуска адвоката неконституционной по отношению к Конституции Российской Федерации. И сейчас у них законодатель выработал определенные нормативные правовые акты, внес изменения в закон, потом положения, инструкции, где четко регламентируется, каким образом идет допуск адвоката. Наши все нормы очень схожие, особенно с российской, и я думаю, все знают об этом, что практически переписываются слово в слово. Поэтому я считаю, что у нас это возможно. Есть еще вопрос? Пожалуйста, Эмиль Дудович. Вот меня интересует практическая сторона вопроса. Ну, что касается допуска, конечно, это будет приниматься решение на основе результатов сегодняшнего разбирательства. Вот скажите, допуск к государственным секретам и использование документов, содержащих государственные секреты, это в определенной степени продолжение. И там тоже есть ограничения, да? Вот с практической точки зрения, как вы себе это представляете, например, если в материалах уголовного дела есть документы, да, которые вообще не подлежат, скажем, выносу, то есть подлежат только ознакомлению. Каким образом с практической точки зрения, вот с вашей точки зрения, вот можно было бы вообще разрешить подобную ситуацию? Как вы вообще рассматриваете? Вообще я думаю, что
с того момента, когда адвокатура перешла как бы в частную деятельность, у многих адвокатов, по сути, более лучшие условия, чем в стенах государственных учреждений. В частности, в моем кабинете все решетки зарешечены. Есть не просто металлический шкаф, а сейфы. И здесь работа, наверное, и вопрос, наверное, к органам, тем компетентным органам, которые должны обеспечить соблюдение сохранности документов государственным секретом. Я считаю, что проблема не в самом допуске адвоката к материалам с работой в государственных секретах. Я работал в правоохранительных органах, в ГКНБ работал, поэтому получить допуск не было бы проблем. Но как раз весь вопрос возник в том, что препятствие в работе. Я считаю, что это не совсем правильно, когда в ходе всего уголовного дела следователь в любое время дня и ночи имел возможность доступа к уголовному делу. Он в любое время мог знакомиться, записывать, что-то конспектировать. Адвокаты когда могут работать? Основная работа адвоката в субботу-воскресенье, если по-настоящему, и после рабочего дня. Мы разве имеем возможность просто в будничный день пойти, сидеть с документами, в голове все это держать, когда в производстве у нас точно так же может быть, как у любого судьи, несколько дел. И поэтому я считаю, что вопрос очень правильный, но мы идем поэтапно. Сейчас мы вынуждены обжаловать только допуск, потому что судья конкретно ответил нам, только условия поставил по допуску. По процедуре конкретного ответа не было. Как он нас будет допускать? Не войдя в уголовное судопроизводство, я даже не знаю, как мне будут предоставляться материалы. Вот, я вам скажу, да, есть, например, скажем, должностное лицо, которое даже имеет право допуска к государственным секретам, в силу, скажем, степени этой секретности этого документа, он может и не подлежать, скажем, копированию или вынесению из определенных помещений, да, то есть есть такие требования, да, и вот как вы рассматриваете вот с этой точки зрения? Я полагаю, что вы считаете, что должны измениться и подобные процедуры? Нет, я полагаю, что эта процедура возможна, но эту процедуру надо проводить в установленном порядке. Мы знаем, что сейчас в части 3 статьи 1 Уголовно-процессуального кодекса норма четко устанавливает, что порядок, регулирующий уголовное судопроизводство, применяется только при условии включения в Уголовно-процессуальный кодекс. Мы в январе в действие вступает новый Уголовно-процессуальный кодекс, и эта часть 3 статьи 1, она остается, чтобы не было казуса, не было противоречия, законодатель должен отрегулировать эти вопросы. Каким образом в новом УПК опять это остается? Хотя уже в первой же статье опять красной нитью проходит, что все международные договора, касающиеся прав и свобод человека, имеют приоритет над другими международными договорами. То есть проблема есть, поэтому мы пришли в Конституционную палату. Спасибо, Марат Бакач. Мы, конечно, это не является сегодня предметом нашего рассмотрения. Мы сейчас рассматриваем только вопрос возможности допуска к работе с секретными документами. В части получения выписок, выноса документов, вы, хотя в своем ходатайстве это и обозначаете, но не оспариваете. Если оспаривали бы, то это была бы норма Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас вы оспариваете только возможность получения допуска. Есть еще вопрос? Пожалуйста, Чернорский. Марат Бакаевич, у меня тоже практический вопрос. Вы один раз только пытались получить допуск, да? Или есть такие проблемы, что вы обращаетесь, или адвокаты, большая часть обращается, не может получить допуск? Какая здесь проблема практического плана? Практического плана именно такая, что когда я действительно первый раз участвую в деле, где оно засекречено, проблема в том, что по этому делу проходит один из подсудимых, который содержится в СИЗО. Вот представьте, адвокат приходит, новый адвокат, и в связи с тем, что ему надо оформить допуск, судебный процесс откладывается, приостанавливается. Когда получит этот адвокат допуск? 2 недели, 3 недели, месяц. То есть получается, местные суды
сами пишут потом ходатайство в Верховный суд об ускорении получения этого допуска. Это тоже неправильно, потому что компетентный орган, он на свое усмотрение должен это делать. Он в соответствии с своими нормативными, там, внутренними документами должен проводить проверочные мероприятия. А получается, местный суд, чтобы ускорить свой процесс, он обращается с ходатайством в Верховный суд. То есть вот в этом, это первая проблема, уже сразу по срокам, сразу не на неопределенное время отодвигается процесс. А потом уже, ну, вероятно, процесс уже, как мы уже говорили, об использовании этих материалов. Он, я думаю, возникнет и, наверное, потом придется опять снова пройти. Спасибо. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Марат Бакаевич, все-таки вы считаете, что вот оспариваемая норма, это в продолжение, наверное, вопроса Джейдегир Ибраимовича, по поводу, что вот оспариваемая норма все-таки распространяется на и адвокатов, да? Или все-таки вы считаете, что должен быть какой-то особый порядок, процессуальный порядок предоставления доступа к государственным секретам? Я думаю, спасибо за вопрос, я думаю, что все-таки идет век глобализации, интеграции. Мы должны исходить из опыта, не изобретая велосипед, мы должны исходить из опыта других стран. Самый близкий стратегический партнер Россия, где законодательство наше очень схоже. Там, когда внесли изменения, просто в тот перечень, где идет перечисление членов парламента, правительства и так далее, просто ввели в этот перечень адвокатов при защите в уголовном судопроизводстве. То есть адвокат наряду с этими лицами проходит допуск в упрощенном порядке. Пишется обязательство о неразглашении государственных секретов и там в карточках прописывается, что проверочные мероприятия не производили. То есть я полагаю, что здесь нужно ввести изменения в перечень этих лиц. Спасибо. Пожалуйста, Кулманович. А вот такой вариант. Возможно ли вот отказать в допуске? Если откажут в допуске, как в таком случае может быть последующие действия адвоката? Естественно, в одной из статей Закона о защите государственных секретов говорится, что одним из оснований отказа является отказ адвоката от проверочных материалов. То есть, если адвокат отказывает, это одно из оснований, которое прописано в законе. Но мы все знаем, что при проведении проверочных материалов может поступить отказ от ГКНБ, ну, этот отказ могут даже и не дать, его могут просто предоставить, что отказывают. В данном случае, что адвокат? В данном случае процедура идет такая, что суд предоставит возможность подсудимому избрать из числа адвокатов, имеющих допуск. Но разве это правильно? Если рассматривать с точки объективности, уголовно наказуемые деяния находятся по подследственности в органах ГКНБ. Получается, если по какому-то делу расследует ГКНБ, и оно же опять регулирует вопрос допуска. То есть ненужного адвоката могут отстранить. Нужный дадут допуск. Я считаю, что это неправильно. Это не объективно. Угу. Пожалуйста, еще помогу. Скажите, пожалуйста, процедура получения этого допуска она длительная, да, видимо? Но она минимум занимает 2 недели где-то. Это с учетом ускорения там, написания ходатайства суда. Это практика сейчас такая, чтобы каждый суд заинтересован быстрее продвигать свое дело, и они обращаются в Верховный суд об ускорении. А если такого ускорения не было бы, обоснованно бы ли далее содержался бы, допустим, подсудимый под стражей, вот как вы говорите по вашему случаю, да? Бывают такие случаи на практике, что и срок следствия же нарушается, и вместе с тем и сроки рассмотрения дел, да? Да, безусловно. Но в связи с этим приостанавливается дело, откладывается. Вот в моем случае получилось так, что в связи с неимением у меня допуска официального, одновременно адвокат того подсудимого ходатайствовал о том, чтобы провели медицинскую экспертизу в отношении него. И мы хотели
успеть получить допуск в этот период. Но я вам уже говорил, что когда я понял, что процедура она практически не облегчит мне защиту моего клиента, я вынужден был ему честно признаться, что я не смогу его защищать в том объеме, который мне предоставляет закон. Поэтому мы с ним вместе обсудили и решили обратиться в Конституционную палату. Есть еще вопрос? У меня есть вопросы. Марат Бакаевич, вы ставите на предмет конституционности пункт 4 статьи 17. Вы ставите статью 15, пункт 4 статьи 17. Вот в связи с чем вы ставите пункт 4 статьи 17? Ну, прежде всего я ставлю потому, что в ответе суда была ссылка на эту часть 4 статьи 17. Мне судья Первомайского районного суда дважды ответил. Один раз ответил и второй раз. И обосновывая свой отказ, он сослался на часть 4 статьи 17. И действительно, когда я прочитал, то оно дает основание не получить адвокату допуск. Потому что тот адвокат, который будет уклоняться от проверочных мероприятий, естественно, оно уже в законе оговаривается. Это одно из оснований ему отказать. Я не вижу логической связи, поэтому я задаю вопрос. Если вы ставите вопрос о конституционности в целом статьи 15 по отношению к адвокатам, то как может ставиться вопрос о конституционности пункта 4 статьи 17? Это же привязывается именно к статье 15. Ну, дело в том, что поскольку в законе вообще нету термина об адвокате, то в данный момент вот эта часть, она также относится к статье 15. Ясно. Это ваша позиция. Да. Спасибо. Есть еще вопрос? Присаживайтесь. Спасибо.